За минулый год супрацоўнікі дэпартамента аховы вобласці ўзялі ўдзел у раскрыцці 382 злачынстваў, з іх 16 забойстваў, 16 фактаў прычынення цяжкіх цялесных пашкоджванняў, каля 140 крадзяжоў и 3 разбоі. Супрацоўнікі кіналагічнай службы брали ўдзел у пошуках людей. В прошлом году это и в Кобрине, и в Ленинском отделе охраны, и в Жабинке нашли граждан, которые потерялись в лесу. Также и в этом году в Пинском отделе охраны милиционер-кинолог, прибыв на место происшествия, пройдя 6 километров, задержал правонарушителя, который пытался в отношении его применить огнестрельное оружие. Секретам паспяховай работы у дэпартаменце лічаць дакладнасць і канкрэтнасць рашэнняў кіраўніцтва, злажэннасць і добрасумленнасць іх выканання. Але асноўным капіталам застаюцца людзі. За 2018 год первое место в своей подгруппе занял Московский отдел охраны. Во второй подгруппе это Пинский отдел охраны. И в третьей подгруппе это Каменецкое отделение охраны. Если брать в целом в республике, у нас также есть призеры. Тот же Пинский отдел охраны, он занял 3-е место среди всех подразделений республики. 28 лепшых атрымалі ўзнагароды ў катэгорыі лепшай па прафесіі. Сярод іх і Владимир Прыступа. У службе департамента аховы ён 15 годов. Служба в органах внутренних дел изначально это достойная мужская профессия. Всегда именно хотел участвовать в защите и охране общественного порядка, в защите прав, законных интересов общества и государства в целом. У меня были наставники, которые передали тот жизненный опыт и те профессиональные качества, которые в последующем я аккумулировал в себе, внес какие-то новшества. Галоўнымі якасцямі для супрацоўнікаў аховы з'яўляюцца тыя, што для іншых службоўцаў: высокі прафесіяналізм, сумленнасць, адвага, мужнасць і добрая фізічная падрыхтоўка для бяспекі людзей і іх маёмасці. Евгения Мороз, Роман Филюсич, телерадиокомпания «Брест».